Конец полугодия, время контрольных и проверочных работ. Мы все их пишем, от этого никуда не деться. Но кто-то пишет их красками на холсте. В Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касима Давлеткильдиева девятиклассники презентуют свои творческие проекты. Здесь они могут использовать всевозможные техники от классических до таких необычных. Эти картины выполнены в стиле авангард. Расскажите про эту выставку. Я хочу рассказать про эту выставку. Она называется «Горы Башкортостана». Название ее «Урал-Артау». Мы работали в разных техниках. Витражная роспись по пластику, смешанная техника. Также есть штамп поролоном гуашь. Мы работали в авангардном духе. Это впервые... Каждый девятиклассник в первом полугодии сдает свой творческий проект по композиции. Тут как раз можно оценить знания ребят в этом направлении. Несмотря на такую своеобразную форму, выставка посвящена природе Башкортостана. Да, почти на каждой картине есть горы, а так сразу и не разглядишь. Агния, расскажи, пожалуйста, про свою работу. Я пыталась изобразить южные районы нашей республики, горы Абзелиловского, Зилаирского района, их могущество, красоту, высоту и силу. Очень необычная работа. Расскажи, пожалуйста, про нее. Да, витражные краски очень необычные. Это декоративная композиция, выполненная витражной росписью по пластику. Ребята пишут работы и в более привычном стиле. Показывают сначала одноклассникам, готовят речь, отрабатывают, а потом уже защита перед преподавателями. Злата, можешь рассказать о своей работе? Сначала мы сделали первый слой темный, смешали кучу красок, чтобы работа выглядела гораздо интереснее. Тема нашей работы была «Наш родимый край», и мы изображали реки, горы, родные просторы. Такие выставки проходят 2 раза за учебный год. Помимо контрольных проверочных работ, ребята должны между делом и картину написать. Но это не проблема. У настоящего творца всегда голова полна идей. Будущие художники должны не только круто рисовать, но и уметь представлять свои работы. Этому всему здесь обучают. Нужно уметь красочно заявить о себе, а это тоже наука. Богдана Филонова, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей.